Вы смотрите обзор экономических событий на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. По данным опросов агентств по поиску работы, россияне стали меньше бояться потерять работу. Страх быть уволенным ослаб и фактически вернулся к докризисному уровню. Укрепление уверенности граждан в том, что они не потеряют работу, объясняется быстрым восстановлением рынка труда после сжатия. Глава Минтруда Антон Котяков заявил о положительной динамике в снижении уровня безработицы. По наблюдениям аналитиков, приток зарегистрированных безработных формировался не только за счет потерявших работу из-за пандемии, но и за счет занятых в неформальном секторе и экономически неактивного населения, а также потерявших работу ранее, но не обращавшихся на биржу труда. Повышение пособий и введение надбавки к пособию в размере 3000 рублей в месяц на ребенка в семьях, где один или оба родителя стали безработными. Эти меры, отмечают, позволили точечно поддержать занятых в неформальном секторе, наиболее уязвимым во время кризиса категорию работающих. Позитивную роль сыграли новые меры, например, введенное в марте субсидирование компаний и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве на работу безработных, состоящих на учете на 1 января 2021 года. Почти каждый второй работающий на себя россиянин не регистрирует бизнес или самозанятость. Причиной отказа от легальной деятельности большинство называет налоговый гнет и проблемы в кредитовании, следует из результатов опроса бизнес-платформы Общероссийского народного фронта. Среди опрошенных, зарабатывающих на собственном деле, 53% признались, что работают в тени. Остальные 47% респондентов оформили свою профдеятельность. 32% из них – это самозанятые, 10% – индивидуальные предприниматели, 5% носят статус юридического лица. Респондентов, работающих на себя неофициально, пугает обязанность уплаты налогов, отсутствие соцпакета и отчислений в пенсионный фонд. Также в новом статусе самозанятых опрошенные видят проблемы с кредитованием банками. Не готовы пока согласиться на регистрацию занятости бизнесмены без российского гражданства и те, что не вышли на постоянный доход. Число официально подтвердивших свой налоговый статус самозанятых активно растет. Это показывает статистика. За прошлый год их количество увеличилось в 4 раза и на данный момент составляет более 2 миллионов человек. А по разным данным, потенциальных самозанятых в стране от 15 до 20 миллионов человек. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент с переходом на 4-дневный график работы. На заседании круглого стола с представителями профсоюзов он заметил, что начать можно с некоторых регионов или группы компаний. По его словам, запустить процесс можно с малого, сокращать рабочий день на час, на 2, на 3, чтобы реформа была не резкой, а ступенчатой. Такой способ, уточнил он, позволит избежать всплесков безработицы. Медведев напомнил, что к сокращению рабочей недели движутся многие развитые страны мира, и Россия не сможет остаться в стороне от этой тенденции. При этом важно, подчеркнул он, чтобы у сотрудника при изменении графика работы сохранялся размер зарплаты и не падала производительность труда. Ну а тем временем почти половина россиян, 49%, признались, что постоянно перерабатывают на своем месте работы. При этом 76% уточнили, что согласны работать больше 40 часов в неделю, если им за это платят. Об этом сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения. Мужчины на треть чаще, 58% против 38% у женщин, рассказывают, что работают сверхурочно. О том, что трудятся около 40 часов в неделю, говорят 37% опрошенных. Отмечается, что число мужчин, согласных работать больше за дополнительные деньги, составило 84%. Всего же категорически отказывались перерабатывать только 20% участников исследования. К этому часу у меня пока все новости. Будьте в курсе экономических событий на Якутия-24.